Иван Борисович, можно? Вот вечно ты как укроп в зубе. Заходи. Что там у тебя? Значит, у нас 3 претендента на получение белорусского гражданства. Нужно выбрать одного счастливчика, кто получит заветный синий паспорт. Давай, вещай. Значит, первый это Ник из Исландии. Ого, это тот самый Ник из Ник и Майка? Не-не-не, это другой. Это экоактивист, знает все песни сестер Груздевых их по алфавиту наизусть, почетный донор крови, умеет вот так вот языком делать трубочку, да. И главное, что знает, и знает, как собирать крылатского жука. Пожалуйста. Интересно. Ну, не знаю, ну вот мы ему, значит, гражданство, да. А он нам что? Ты же знаешь, как эта система работает, вот это. Ты им пиво, а они тебе сухарики. Ну, он обещает, что он запустит в космос какой-то космический корабль, который сделает нашу страну космической сверхдержавой. Не знаю, как-то такое себе, знаешь. Ну, давай следующий. Следующий, значит, это Джейкоб из Америки. У него 50 фармацевтических компаний по всему миру. И он учился теребить долгунец в горах Тибета. Пожалуйста. В горах Тибета? Это что это? Чтобы теребить долгунец, надо в Тибет ехать? А в туалет зайти просто так уже не получается? Шучу. Не знаю. Но он нам что за гражданство, значит? Ну, он обещает какой-то ноу-хау сделать, после которого Беларусь будут приглашать везде и даже на Евровидении. Ну, не знаю, ноу-хау, знаешь. Я вот вчера вот у себя на даче вот умывальник, знаешь, установил сам. Да вы что? Ну, вот просто из простой бутылки пластиковой. Ну, вот чем тебе не ноу-хау? Ноу-хау. Не знаю, что там дальше. Так, дальше у нас Томаш из Польши. Значит, ну по нему, если честно, вопросики. Он и этот маньяк, рецидивист, вор в законе, токсикоман, наркоман. Но у него есть один плюс. Какой? У него вот в пупке, вот здесь, катышки не собираются. Серьезно? Да. Не собирал вообще ни разу? Фотографии есть. Да, пожалуйста. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, интересно. И что он нам, значит, за гражданство? А он будет поливать грязью польское правительство и всех этих латушек Тихановских, прости господи. А Бульбу? А что Бульбу? Любит? Ну, а кто Бульбу не любит? Конечно, любит. Ну ладно, давай этого Томаша твоего заводи. Пан Томаш! Прошу. Честь! И совесть, совершенно верно, правильно говорите. Ну, как говорится, welcome to hell, в смысле, на борт. Welcome to на борт. Вы, значит, уже теперь белорус. И, значит, будете теперь прославлять нашу и вашу родину. Что он говорит? Он сказал, что он очень рад быть гражданином нашей страны. Очень рад, да? Ну, еще бы. Замечательно, молодец, хорошо. Ну что ж, удачи, значит, добро пожаловать в эту стабильность нашу белорусскую. Всего хорошего в этом море. До видения! Спасибо. Что он говорил? Он сказал, что у вас очень крепкое мужское рукопожатие, да и в принципе вы мужчина хоть куда. Хоть куда, хорошо. А где мой телефон? Чай. Поляк! Вот сволочь! Спер телефон! Это Томаш твой! Вот тебе и Давай срочно задержи этого поляка. У него сегодня конференция по вот этому вот, по обливанию грязи Польши и Тихановских всяких. Прости господи. Вот я пошел. Давай уже, мигом! Вот такие дела. Вот так вот работаем. Прывітанне, паны і паненкі, спадары і спадарыні, пралетары і пралетарыяткі, у эфіры Хай Так ТВ. З вами, як заўсёды ў студыі, я, Кацярына, а таксама Денис и Михась. Давайте, хлопчики, что нам принес минулый тыдзень? Александр Лукашенко занес свою массивную длань над выпускными. Если вы еще не знали, как праздновать выпускные, вам все расписали. Это должен быть праздник, говорит Александр Лукашенко. Должен быть праздник, куда идут девушка, парень, взявшись за руки, компанией, коллективом, попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Это очень важно.
закончил Александр Лукашенко. Это Всё. як афоризм. Всё. Попляшут, потанцуй, встретит рассвет. А загад уже выдали? Маль, Ты же знаешь, что любая фраза, любой чих Александра Лукашенко – это уже приказ. Ну так, ён не хоча, каб было сацыяльнае расслаенне, і таму кажа, што ніякіх лімузінаў, Никаких ресторанов. рэстаранаў, Диджеев. лімузін, диджеяў, і нават Это як баптыстское веселье, ведаеце, пришли, помолились и все. Мало таго, гэта патрыятычнае вяселле. У новых рэкамендацыях прадпісана ідэалагічная составляющая. Якія тэмы пропонуется узнять на этом самом... Выпускном. Такие темы, как 80-летие освобождения Беларуси от немецких фашистских Праздничная тема, захватчиков. отлично. Год качества тоже найдут свое отражение в празднике. Это як, памятаете, карнавальная ночь. Одна звездочка, Слушай, мы две действительно звездочки. постепенно... То, что еще в Советском Союзе высмеивали, карнавальная ночь, огурцов... Пожалуйста, Зараз эти огурцы. лектор. Нам нужен лектор. Да. А диджей, он не это- какой диджей? ребят, представь. Плохое слово диджей. Подождите, лектор у нас будет. Итак, в этом году мы отмечаем год качества. И 1,5 часа ребята, В выпускники этих, такие в этих сидят. штуках сидят. Такие, да. И так же ж можно сустроить рассвет, правда. Вот так. А еще Нам какие-то можна кудись ходити. сценки про 80-летие освобождения Беларуси от Піраміда, ось немецко-фашистских... гэта, з піонерів С пионеров. Пусть и пирамида. Рота ВДВ ломающая. Вот это. Слушайте, И а- выпускники такие, твою... Знаешь, и вопрос. Я хотел поступать там, например, в ИНЯС, в мединститут, и сидит он на это все, смотрит и думает так, твою ж мать. Мама, грин-карту, может быть, давай все-таки. Ты предлагала грин-карту, карту поляка, давай. Ну, вот это вот все нафиг. А у мяне апошняе пытанне адносна гэтай тэме. А вось калі, напрыклад, клас музычны, як у мяне быў 25 чалавек, 2 хлопчыкі. А Александр Егорович сказаў, што хлопчык і дзяўчынка мусіць ісці побач. Што што рабіць? Можно же этим бутербродиком, ну, или меняться. Да, выпускники-свингеры, все... Сколько у нас девочек по статистике, И надеюсь... это же бесплатно, это ж не роскоши, як А еще не лимузин факт. и диджей. Ну, свингеры, я там не разобрался, ну, свингеры, подержитесь, попляшите и все. Все, рассвет. Ребята, рассвет наступает в 4, все, падам. Телеграм-канал Минлесхоз. Есть такой Минлесхоз. Кстати, 5956 подписчиков. Минлесхоз. Призывает к себе на работу вот таким слоганом. Мечтаете о сыне? Тогда вам на работу в Копыльский опытный лесхоз. Падам-падам-пам. А там ребята опытные. Опытные лесники. Опытные лесники. Ну-ка, неси свою сосну. Да, главное не попасть в руки егерю. Опа, зашел в лес. Один. Вышел. Опа, вместе с сыном. Ты кто? А я твой сын. Так я ж мужик. А вот так. Из пахучих завитушек, стружек и колечек. Чьи-то Опа, пахучие Надя, завитушки. Следующий, заходи. Сын? Так это ж не сын, это что, да на, бей ему гвоздик. Во, все, теперь сын. А у мяне таксама ёсць навіна маланка. Прям вот тэрмінова ў нумар, Давай. тэрмінова ў эфір. Яна тычыцца нашай нацыянальнай бяспекі. Саўмін Беларусі увёў забарону на экспарт из Беларусі морквы і буракоў. Больш за тое, все это оформлено вельмі прыгожа, вельмі дакладна. Я нават зачитаю. Постановление принято в целях соблюдения параметров доктрины национальной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Введение лицензирования экспорта позволит максимально контролировать ресурсы для первоочередного обеспечения внутреннего рынка под полную потребность за счет продукции, выращенной в стране. Вот так вот хотели заходние шпионы. Морковка и бураки. Это морковка и свекла. Захад зрабіў симметричный крок. Американская морква, база американской морквы была размешана у Польши на секретных парниках. И собираются, знаешь, всякие ЦРУ, МИ-6, МОСАД. И такие делать? читают. Лукашенко нас уничтожил. Он перекрыл нам моркву
Ну и Он нас свеклу. переиграл. Он нас переиграл. Все, у него Ни железные... одна патриотическая белорусская морковка не попадет больше в наши капиталистические рты. Я понял. В общем, да, как говорится, в Беларуси две беды. Это бураки и дороги. Супер открытие, которое озвучили на телеканале СТВ. Наконец-таки нам открыли всю правду. Что же такое атомная электростанция в Беларуси? И что же Это на СТВ сказали, а сказал кто? Сказал Шпаковский, а ему мы верим, разумеется. Белорусская атомная электростанция – это памятник белорусско-российским отношениям. Все. Это, Не ребята, А рукотворный. чья фотография там? В рамочке. Подвоенная такая. алло, скажите, пожалуйста, а когда АЭС включат уже? Не надо, ты что, руки убери! Он же Кто же ее памятник. включит? Там Это ж такая памятник. рюмочка стоит, печенька лежит, цукерочки. Эй, сука! Выпустил меня быстро, понял? Я герой СВО. Закрой свой рот и сиди там! Ты ж, наверное, до того, как поехал на войну в Украину, тоже сидел там у России своей, а? Паскуда! С нами Бог, понял? И Он тебя покарает. Если не выпустишь меня отсюда, понял? Белорусик. Семёныч, здоров! Здорово, Козлович. Я не поверишь, кого я арестовал. Херась! Держи его, вот упадет. Кого ты арестовал? Подожди, а кто это у тебя там, что за животное челится? Да его привезли с площади недавно, хотел поссать, увечь на огонь. Во, паскуда! Ну? Так от чего-то я не понял, что ты вы еще не отпи***? Давай я! Козлович, стой! Если б я мог, думаешь, я тебя бы ждал? А что, в чем причина? Что не можешь? Он что, какой-то колдун? Колдун, лучше бы он колдуном был. Он герой России. Если мы его с тобой отпи***, нам капздец потом будет. Нас обратно у СПК с тобой отошлют, и будешь, как всегда, эти носки стирать любовников своей жонки. А потом это заронок хрукать начнет. Так что ты думай, Козлович, что делать с этим кадром. Так это, Семёныч, я ж с этим-то и пришел изначально. Ну? Я ж привел Анжелку. Ту самую? Ну, Фу, блядь, Козлович! ванизма дичайшая! Она ж не мылась с 20-го года! И то тогда помылась случайно, потому что, под водомет попала. А так, счет бы шел на десятилетие. Короче, я что думаю? Давай мы ее к нему подсунем. Козлович, голова ты моя светлая! Что б я без тебя делал? Вот можешь, когда хочешь. Спасибо. Я ее могу, когда и не хочу. Ну ладно, все уже, веди ее сюда, эту заразу. Ну все, сейчас кто-то умрет. Точно, задохнется, капсда тебе. Анжелка, иди сюда! Давай скорее уже веди. Фу, Иди давай! глаза режет, Козлович, скорей! Сейчас, я сам не могу! Фу, не могу, какая вонь ужасная, еще дубинку придется мыть! Фу! Что там, Козлович? Это что у них там? Секс? Ты что, как ты? Я не понимаю, это что, получается, мы его, не наказали, а поощрили, что ли? Не может быть, Козлович, она же Анжелка, она же как Клеопатра. После ночи с ней ни один еще не выживал. Почему, Семёныч? Я же выжил. Козлович, ты... Это самое, только никому. И ты никому. Только Сереги позабыл ты, потому что есть Алёшка у Пойду тебя. дубинку помою, что ли? Алёшки, ты вздыхаешь зря. А ви ведаеце, што ў Беларусі існуе раён, у якім вырашаныя ўсе праблемы. Усе тыя праблемы, якія ўзнікаюць у іншых раёнах,
там все спокойно, Ну-ка. все нормально. Убей. Давайте здагадаемся, які гэта раён. Район. Район. Шкловский. Амаль, таксама на Ш. Аршанский. Это не на Ш, Это но не Ш на Ш. присутствует. Ребята, сапраўды, самы мой улюбёны раён, які паводле статыстыкі самы Бедны, бедны ў да. Беларусі, Шаркаўшчынскі. Это амаль як Шчучыншчынскі. Шаркаўшчынскі раён стаў першым раёнам у Беларусі, у якім сапраўды вырашылі ўсе праблемы. Якім чынам пра гэта стала вядома? Недаўна там адзін з сенатараў шаркаўшчынскіх праводзіў нейкі созвон аўдыёмост з жыхарамі свайго раёна. І сталася так, што на гэты созвон ніхто не прыйшоў. Гэтую сустрэчу адрэфлексавалі мясцовыя журналісты выдання «Кліч радзімы» і напісалі наступнае. Тая акалічнасць, што падчас прыёму не было жадаючых падзяліцца з Сергеем Мялешкіным праблемнымі пытаннямі, гаворыць пра скаардынаваную і аператыўную дзейнасць мясцовай улады, кіраўніцтва арганізацыі раёна ў вырашэнні пытанняў жыццядзейнасці грамадзян. Нема праблемаў. Нема праблемаў. Нет проблем. Никто ж не пришел. Нема звонков, Логика. нема проблемаў. Никто не пришел. Конечно. Проблем нет. Что вы мне рассказываете про Шаркаўшчынскі район? Цудоўны район. Район для жизни. Это значит так, у нас будет прямая линия с депутатом. Не дай бог, кто-нибудь явится. Не дай бог. Не дай бог. Так, кто-нибудь еще хочет прийти? Нет, спасибо. Все. Проблем нет. Вычеркиваем. Это нужно брать на вооружение вообще всем депутатам, всем губернаторам, мэрам, или как они у нас там называются. Можно просто объявить о прямой линии, но никому об этом не говорить. Сапраўды, Да. сапраўды. А ў мяне, Постфактум. дарэчы, ёсць пра гэта таксама навіна. Але на пачатку я вам хочу задаць загадку. Глядзіце, загадка такая. Вялікі, доўгі, цвёрды, і пра яго амаль не кажуць і абмяркоўваюць таемна. Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, уже не твердо уже. Всё, А уже не мне те- няма чаго крыць. Уже знаешь, какую проморку мы казали, коли она у морозильнику полежит, она уже такая. Ну, да, на жаль. Трошки, грибы там повырастали. Не, ребята, это говорка не про человека, это говорка про Точно про Лукашенко. флагшток. Гэта гаворка про флагшток. У нас у Беларусі ёсць эпідэмія флагштокаў. Вы ведаеце, што зараз яна напэўна, Вскочил, у меня флагшток. у нас па ўсёй краіне распаўсюджваецца мода на ўсталяванне гэтых палак пасярэдзіне гарадоў. І вось нядаўна ў Жлобіне таксама вырашылі паставіць флагшток, але, напэўна, бояліся, што грамадзяне пра гэта ўсё даведаюцца, можа быць, ім не спадабаецца. І для легалізацыі ўсяго гэтага працэса райвыканкам правёў таемнае грамадскае абмеркаванне. Інфармацыя з'явілася недзе ў нетрах нейкага сайта, але ніводнае СМІ гэтую падзею не асвятляла, нікога не запрашалі, і сапраўды гэта прынесла свае вынікі. І зараз мы чакаем, не дачакаемся, ў Жлобіне неўзабаве будзе ўсталяваны флагшток. Але таемны, я так разумею, что никто про это ведать не будет, да? Ну так, 7 тысяч долларов таемно пойдуць на флагшток. Мы поставили флагшток. Город, наступает ночь, город засыпает, и в город просыпается Выносит. флагшток, выносит. Тикай, все, поставили. И люди просыпаются, такой, что это? Добрый день. Это распределительный центр ада? Ну, если вы к нам попали, то не такой он у вас уже и добрый. Ну, вообще, да. Старший инспектор по распределению в аду Сергей Петрович Грызло. Давайте ваши документы. Вот, пожалуйста. Голубок Андрей Андреевич. Ну, давайте посмотрим, что там у нас. Жарко у вас тут? Жарко. Жарко в кабине тракториста МТЗ, потому что там какие-то черти кондиционер так для виду повесили. А у нас это рабочая температура. Ну, правда, меньше, чем в кабине МТЗ. Ого! Это что, Сталин и Гитлер? Они самые голубчики. А что это с ними делают? А это у них сейчас пытка называется польская ответочка. Это как? Ну, это их сейчас черти пополам делить будут, как они Польшу в 39-м.
Да, кстати говоря, сервис у вас так себе. Я несколько часов спускался к вам по лестнице, потому что лифт все время занят. И не напоминайте. У нас с лифтом уже 3-й год проблем. Мы просто на нем российских солдат прямо на концерт Кобзона отправляем. А там такой поток. Мы просто решили под них весь лифт отдать и все. Я понимаю. А я вот, Андрей Андреевич, не понимаю, на что вы рассчитываете. В каком смысле? Ну вы как в ад попасть собираетесь? У вас посмотрите, вон. Бабушку через дорогу переводили. Кошелек нашли, хозяину вернули. Вы даже за Лукашенко ни разу не голосовали. Ни разу. Ну и как вы планируете в ад попасть? Ну, пожалуйста, мне очень нужно. Слушай, ну вы в своем уме? Вы только институт закончили, у вас вся жизнь впереди. А тут у нас вечные пытки, вы тут вечность будете. Я понимаю, но и вы меня поймите. У меня распределение в узду. Мне лучше у вас вечности, чем там по распределению. Что ж вы сразу не сказали? Конечно, конечно. Что, изверг какой-то, что ли, мучить так человека? Вот, проходите в ад, пожалуйста. Держите. Спасибо большое. Вам на минус 666 этаж. Следующий. Яшчэ одна навіна з рэгіёна. І яна ў мяне будзе багата аздобленая. Я пачытала пра слаўны горад Рагачоў. І аказалася, што там ёсць одна праблема. Там з кранаў зараз цячэ карычневая вода. Ну, одна. Ну, такая, это одиная проблема у Рогачеве. Это та самая ложка дегтя. Так, маленькая такая, лыжечка чайная. Вот. Я поглядела на вот видос, могу вам показать, могу не показывать. Ну, поверьте, там стоит мужик, и на яго льецца чорна-карычневая такая вода. И зразумела, что жыхары Рогачева склали петицию, стали писать в ЖКХ. Почему-то. Да, что-то им там кліманула. Вообще. І ЖКХ, яны людзі адукаваныя. Ну, яны, прынамсі, умеюць пісаць. Яны адказалі пісьмова на гэтыя звароты грамадзян. Я вам зачитаю. «Призываем вас не поддаваться на провокации. Пишите вы, чего вы ждете, так как результат от них нулевой. Они знаете, к чему приводят? К тому, что люди, задействованные в практическом решении проблемы, будут участвовать в очередных совещаниях по данному вопросу и подготовке письменной информации. Очень просим, дайте людям поработать и выполнить, что наметили». Пожалуйста, мы так хотим поработать. Так вот, вода ж грязная идет. И вот так вот, ну, нулевой. Мне так спадабалася гэта навіна, хлопцы. Я не ведаю, як вы гэта ўспрымеце, але я калі яе чытала, у мяне з'явілася азарэнне, таке унутранае святло Плохое на слово мяне. озарение. На себе не показывай. Но на мяне так снизошло, пролилось на мяне натхненне, і ў мяне у галаве заіграў Кіркораў. І ён заспяваў, ведаеце, што «Коричневая вода». И я не могла пройти мимо Киркорова в своей голове. У меня есть рояль в кустах. Вот такой вот маленечкий рояль. Я подумала, что недавно наши ж пропагандисты, журналисты, литераторы державные, яны объявили конкурс на написание разных сценаров. И вот я могу им пропоновать мюзикл. Мюзикл про Рогачоў. Вот там спочатку будет такі голы чалавек выходзіць на сцэну, таксама хор пажадана голы, і на іх льецца такая карычневая, чорна-карычневая жыжа. Пажадана, каб это быў ледовы палац, ну, каб было з усіх бакоў бачна, і там зверху льецца. І вот і гэты голы чалавек так сумна-сумна спявае. Карычневая вода, вентиль толькі откручу, и от страху закричу, что это за жесть, может, это шоколад, может, кавы концентрат, не сюрпризов тут няма, просто гразная яна. А потым выходзіць ЖКХшнік, і у яго абавязкова мусіць быць стразы, вот стразами ЖКХ, і хор в фуражках таксама, уже апрануты, але таксама в стразах. І яны паўтараюць таксама «Коричневая вода, кто же в этом виноват? Может, слесарь что поддат, трубы что горят, ну зачем вам всем вода? Ведь вода же не еда,
гэта ведь не навсегда, ваши скарги ерунда. И яны все уходят в закат. И проливается уже такая черная Давай ще жижа. додаток. І треба контемп слесаря. Слесарь, он один танцует, раз, два, в трубу ныряет, а оттуда вылезает уже темнокожий. И политкорректно, С и ватусом, с хорошо. перьями такими. Я прочищу все. Дякую, Міша, дякую. Дякую, що ти мене підтримав у моїх помкненнях, моїх Ну, висілках. на заднем же фоне в пачках, балетных пачках, лебеди, диспетчеры, черши. Вот тут. Ну и диспетчер Периодически тоже. падает, так спотыкаясь, вдруг через... Супер, супер. А на развітанне мы хотели бы пожадать вам шчасця, дабрабыту, шмат грошай і шмат кахання. З вами былі Хай Так ТВ, Дзяніс, Міхась, Катя. До новых сустрэч!